Ассаламу алейкум, в эфире «Актуальное интервью». С вами я, Хамзат Хацеев. Сегодня мы говорим о туризме с нашим гостем, министром туризма Чеченской Республики Муслимом Байтазиевым. Муслим Машвол. Вопросы у нас такие, более-менее банальные. И начнем с первого вопроса. Каков план по привлечению туристов в этом году? Все доступные инструменты мы используем. Понятно, что инструментов стало отчасти чуть меньше, если говорить, по крайней мере, про тех туристов, на которых мы очень рассчитывали последние годы. Это иностранные туристы. И такие цели и задачи стояли и перед Ростуризмом бывшим. Но так как международные выставки в сфере туризма за границей пока недоступны нам, и, в принципе, абсолютно нет никакого даже и желания, и возможности, и смысла участвовать в этих выставках, то, конечно, сейчас нужно переориентироваться на те рынки, которые относятся к нам дружественно, и в первую очередь это тот же Китай, те же страны Ближнего Востока, СНГ. И понятно, что те механизмы привлечения туристов внутри Российской Федерации, которые существуют, это всевозможные выставки, пресс-туры, блог-туры, работа в интернет, она проводится регулярно и, на наш взгляд, получается неплохо. Почему? Потому что каждый год мы видим положительную динамику. А планируется ли открытие новых каких-то проектов, курортов? Они постоянно и в планах, и постоянно открываются, и постоянно появляются новые направления, новые предложения. Допустим, сейчас в Биное открывается, на стадии реализации находится новый горнолыжный курорт. Да, конечно, это будет не такой серьезный курорт, как в Ведучи, понятно, да, но тем не менее для Ножевитовского района и вообще в целом для Чеченской Республики открытие второго, пусть и на таком уровне горнолыжного курорта, это хороший очень показатель. Тем более, что мы видим, что спросом это направление пользуется. Там очень большой ватрушечный спуск на 300 метров, там 750 метров лыжного склона, горнолыжного, скажем так, склона. И это очень интересный проект. Плюс в рамках той грантовой поддержки, которую мы осуществляли в течение прошлого года, уже до середины этого года, 26 грантополучателей должны будут реализовать те или иные мероприятия, связанные с туризмом. Соответственно, это будут новые точки притяжения и развитие тех точек притяжения, которые уже существовали на территории республики. Архитектурно-исторический комплекс Шарой, правильно я говорю, да? Да, Называется так. Вот, насколько он притягателен для туристов? Он очень интересен, во-первых, благодаря своей истории, во-вторых, благодаря именно архитектуре как раз-таки, и плюс инфраструктурно очень хорошо подготовлен, потому что по поручению главы туда была построена автомобильная асфальтированная дорога, то есть дорога, понятно, до Шароя, до Шаройского района и до Шароя была, но она была не асфальтирована, и, соответственно, это составляло некие сложности, особенно если говорить про массового туриста. Пока это направление, скажу откровенно, не очень широко пользуется популярностью, за счет того, что по пути следования пока еще не так много точек притяжения. Вот, совсем буквально, можно сказать, молодое направление, молодая база открылась в последний год-полтора, наверное, в направлении Дай. Это как раз таки по пути к Шаройскому комплексу. Это и водопад, и место проживания, небольшая база, и беседки для барбекю и так далее, так далее. Но таких точек притяжения должно быть больше, чтобы люди, скажем так, выезжали на такие довольно-таки удаленные, откровенно говоря, объекты. Как бизнес может повлиять на развитие туристической сферы в нашей республике? Или как должен повлиять? Или наоборот? Да. Или наоборот. Однозначно влияет в обе стороны. Вообще туризм имеет мультипликативный эффект на огромное количество экономических сфер. Специалисты говорят, что это более 57 сфер экономики, так или иначе задействованы в сфере туризма. И поэтому, когда мы считаем влияние туризма на экономику региона, я считаю, что абсолютно неправильно, и, в принципе, это, к сожалению, это не только бич Чеченской Республики, это вообще бич Российской Федерации, что, по большому счету, мы не можем посчитать вклад туризма в нашей стране. Не можем? Не можем, да, потому что в официальных отчетах влияние туризма на экономику того или иного региона и страны в целом учитывается только по
коллективным средствам размещения, по доходам, скажем так, коллективных средств размещения и от общепита. Какие показатели еще должны быть там? На мой взгляд, это огромное количество, это просто армия людей самозанятых, которые работают на туризм. Это всевозможные гиды, Мы их не экскурсоводы. учитываем, да? Нет, конечно. Переводчики. Это, в первую очередь, давайте откровенно, в нашем городе, это рынки, которые действительно очень хорошо загружены туристами, которые с удовольствием даже в летний период приезжают там, на тот же Беркут, покупать там кожаные куртки и так далее, и так далее. Это все возможные сувенирные лавки. Это услуги такси, услуги вообще логистики в любом случае. Это заправочные станции, это стройка, в первую очередь. Когда строители строят отель, ну, то есть тот объект, который будет потом использоваться именно в сфере туризма, ведь доходы от этой стройки и налоговая прибыль от этой стройки тоже, по большому счету, должна учитываться как некое влияние туризма. То есть без спроса на этот объект или на этот отель, соответственно, не было бы строительства и так далее, и так далее. И вот так вот абсолютно все связано. Аэропорт, железные дороги, вокзал. Все это работает, на самом деле, благодаря туристам. Но все это взаимосвязано. Конечно, да. Я не говорю о том, что это работает только из-за туризма. Но туризм оказывает весомую поддержку и нагрузку на эти объекты. Вот у нас пауза была. Ну, я вот сейчас даже, давайте вкратце, интересная статистика, которую мы получили буквально на днях. В постковидный период оборотных средств, значит, объем оборотных средств, полученных в общепите, или, скажем так, потраченных в общепите Чеченской Республики в постковидный период, то есть с 2020 года по 2022 год, вырос на 3 миллиарда рублей. То есть и достиг, насколько я помню, там показатели, сейчас могу чуть-чуть ошибиться в цифрах, но, по-моему, достиг показателя там, 16,5, что ли, миллиардов рублей. Мы сейчас говорим про республику, верно? Да, мы только про республику, да. То есть 16,5 миллиардов рублей тратится в организациях общепита. И 3 миллиарда. И 3 миллиарда только прирост за последние 2 года. Это постковидный период. А представляете, что было бы, если бы не было ковида и так далее? Да, и это только общепит, если Это так, только да? общепит. Ну, это здорово, Да, конечно. действительно. Просто мало кто считает именно таким вот образом. Мы подходим к этому именно таким образом. Плюс мы время от времени приобретаем большие данные у наших операторов. Когда у нас есть возможность, откровенно говоря, мы немножко ограничены всегда в бюджете, но когда у нас появляется такая возможность, мы обязательно приобретаем большие данные того же Мегафона и смотрим. К сожалению, мы приобретаем их уже постфактум, что не есть хорошо. Почему? Потому что вообще статистика должна работать не для отчета перед высоким руководством. Статистика должна помогать тебе онлайн настраивать твою работу как инструмент. Потому что если мы сейчас, к примеру, активно проводим, к примеру, в эти дни буквально мы проводим презентации за Уралом, то есть охватываем территорию Российской Федерации за Уралом, это Пермь, Екатеринбург, Тюмень и так далее, и так далее. И онлайн-статистика, скажем так, от того же Сбербанка или от того же Мегафона мне бы позволила понять, сработал ли наш маркетинговый инструмент, приезжают ли люди из этого региона, видим ли мы рост и так далее, и так далее. И, соответственно, подстраивать уже свою маркетинговую политику под эти направления. А что происходит сейчас? Сейчас получается, что мы, то есть официальная статистика, скажем так, Чеченстата нам таких глубоких данных не дает, то есть мы не видим количество людей так, из в чем каких проблема? регионов. Может, те люди, которые отвечают за статистику, может, к ним надо как-то... Но это все-таки регулируется федеральным центром, то есть они считают только так, как то есть это регулятором является как бы Москва. И, соответственно, если Росстат считает именно таким образом, также поступают регионы. Вот. Были мысли, что они будут подключать большие данные в свою статистику и пользоваться этими данными отчасти, и как-то интегрировать его в свою статистику, но пока... А вам не кажется, Муслим, что порой официальные данные и фактические данные, они могут разниться сильно? Они точно разнятся, но я могу сказать точно так же особенно в таком интересном регионе, как наш, где практически, наверное, у каждого жителя Грозного, давайте говорить как есть родовой семейный дом там где-нибудь в селе.
да, ну, практически у каждого. То есть как минимум 2 объекта размещения у каждого человека есть. И когда к вам приезжают те или иные гости, зачастую их также размещают не только в гостиницах, но зачастую их размещают у себя в родовых селениях. Они гостят как бы в тех объектах размещения, которые никак нигде не фиксируются. Поэтому я склонен верить тем данным, которые мы получаем от больших мобильных операторов, о том, что республику с целью туризма ежегодно уже посещает чуть больше 1 000 000 человек, а не 200 с копейками тысяч, как мы видим по официальной статистике. Вот вопрос логистики был очень такой, ну, важен для туристов, мне кажется. Совсем недавно мой товарищ хотел пролететь в Чеченскую Республику, он с Питера, и ему туда-обратно билет где-то выходил по 27-25 тысяч рублей. И из-за этого он говорит, ну, не получается. Да, ну, я понимаю, о чем речь. Действительно, если говорить про стоимость билетов, особенно буквально там накануне или там хотя бы за пару дней до вылета, то действительно цены очень довольно-таки высокие. Я считаю, что это, конечно, тоже большая проблема и нашей страны, потому что у нас в этом плане, наверное, очень слабо развита авиация, откровенно говоря, учитывая размеры, я имею в виду, географию нашей страны. И с другой стороны, СВО и те ограничения, которые сейчас есть по запчастям, по авиапарку, они, конечно, лучшую ситуацию не сделали. И, скорее всего, в ближайшие годы будет только хуже. То есть... Поэтому сейчас активно, и даже недавно читал статистику Минэка, сейчас активно люди начали путешествовать на автомобилях. Или поездах. Или поездах, да. Ну, это отдельная тема, я про нее тоже могу рассказать. Чеченская Республика – одно из интересных, ярких направлений, куда начали приезжать на поездах. Это недельный тур по Северному Кавказу. Вот мы уже в этом году будет 3-й год, насколько я помню, когда мы активно проводим организуем этот маршрут совместно с РЖД. А вот говоря про автомобили, то есть люди начали выезжать в такие короткие и недалекие поездки от 300 до 900 километров от своего места пребывания, и это стало очень популярно, и рост таких путешествий, я могу сейчас плюс-минус там ошибиться, по-моему, на 15-16% в этом году вырос, ну, в прошлом году вырос. То есть люди начали больше путешествовать на автомобилях. Я думаю, что это как раз таки связано, опять-таки, и со стоимостью билета в том числе. Мы как-то раз заговорили об этом с вами, о том, что туристы больше всего любят в Чеченской Республике. И пришли к выводу, что это наши традиции, народ и любые явления. Да, есть такое интересное исследование КБ «Стрелки», где они изучили такой, значит, такой слой, скажем так, да, культуры, как нематериальное наследие, которое притягивает туристов в тот или иной регион. То есть они изучили предложение на рынке, они изучили отношение туристов к тому, что они увидели в регионе. И Чеченская Республика за прошлый год заняла 3-е место после, насколько я помню, я сейчас могу ошибаться, либо после Казани и Крыма, как место, которое впечатлило людей с точки зрения нематериального наследия. То есть это, ведь у нас культура, культура, она ведь в быту. Вот в этом-то, наверное, как раз-таки наша особенность очень яркая. У нас культура, она не в театрах и не на показ во время там празднования Дня города. У нас культура, она в быту, то есть это определенная стилистика даже одежды, которая, да, вот, присущая нашему региону. Это отношение, уважение к старшим, это отношение к матери, к женщине, это отношение к детям. И это все, если мы с вами к этому уже привыкли, для нас это абсолютно естественно, то для многих людей, которые приезжают извне, они видят разницу со своими регионами, и это их очень впечатляет. Потому что я допустим, слышал историю значит, русской семьи, которая переехала в Чеченскую Республику, и они мне рассказывали, что для них первое время было очень необычно, что их ребенка, я не помню, сын это был или дочка, маленького ребенка, значит, каждый на улице, кто проходил мимо, видел, какие у него красивые кудри, какой у него красивый цвет волос. Каждый подходил и считал своей обязанностью его потрогать, значит, пообщаться, погладить по голове и так далее, так далее. В первое время для них это было непривычно, но потом они поняли, что это дает такие гарантии безопасности пребывания ребенка в регионе, каких нет больше нигде. Почему? Потому что у нас, у чеченцев, нет понятия «чужой ребенок». Ну, это в принципе, легко очень
проанализировать по отсутствию там, детских домов там, и так далее, и так далее. У нас нет понятия «чужой ребенок». Если ребенок оказался в беде, кем бы он ни был, это просто ребенок, который в данной ситуации нуждается в заботе, и любой чеченец бросится ему на помощь или же окажет любую поддержку посильную. Или же просто так захочет поднять ребенку настроение, не знаю, купит мороженое, шоколадку и подарит ребенку просто, чтобы сделать приятно маленькому человеку. Ну, слоган «Земля героев», я так понимаю, еще остается, верно? Он не только остается, мне кажется, он с каждым годом становится все более актуальным. То есть если в 2018 году, когда мы его принимали, было очень много шума по этому поводу и из соседних регионов, и вообще много людей говорили, что это такое. Там, как будто чья идея, если не секрет? Не секрет абсолютно. Я скажу откровенно, у меня есть очень близкий друг Юрий Записоцкий, который со своей командой работал над нашим брендом туристическим. И в ходе такой совместной работы после некого брифа, который они получили с нашей стороны, они прочувствовали восприятие, скажем так, чеченского народа в обществе, они прочувствовали собственное восприятие, скажем так, чеченцев, самих себя. И в итоге выдали несколько фраз, из которых, на наш взгляд, «Земля героев» нам показалась самая, во-первых, лаконичная, во-вторых, очень подходящая. И на самом деле в результате, это было в 2018 году, насколько я помню, когда мы показали эту презентацию и этот слоган, и этот логотип главе региона, Рамзан Ахматович дал свое согласие, то есть был согласован этот слоган и этот логотип туристического бренда нашей республики. И с тех пор, мне кажется, с каждым годом чеченский народ только доказывает, что действительно является землей героев. Российский университет спецназа является одним из элементов, который привлекает внимание туристов. Да. Аналогов нет. Аналогов нет. И то, что университет доступен для гражданских лиц, это, конечно, открывает огромные границы для привлечения туристов. А туристы пользуются, да? Да, конечно. Из года в год все больше и больше, да. То есть их становится все больше, 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 больше. Ну, теперь наиболее такой вопрос, который, по крайней мере, мне был очень интересен. Я всегда стараюсь уделить внимание тем людям, которые занимаются чем-то, не то чтобы поиском кладов, каких-то захоронений, каких-то, не знаю, различные археологи. И, насколько мы знаем, у нас в республике есть группа людей, которые ищут ковчег. Да. Вот. И вопрос первый, что вы про них знаете? И вопрос второй, как это может помочь, опять же, привлечь нам туристов? Знаем мы про них довольно-таки много. Я думаю, что одно из первых, наверное, обращений Марата, по-моему, я тогда еще был вице-премьером, насколько я помню, республики. По-моему, одно из первых обращений ко мне в социальной сети было, по-моему, в 2017 году, где он просил у нас выделить ему трактор и дать ему буквально 3-4 дня на то, чтобы доказать, что это точно ковчег. Это точно был, если я не ошибаюсь, это был все-таки 2017 год, потому что дальше я уже был в Минтуризме и так далее. И мы туда поехали в сопровождении с замом муфтия, насколько я помню. Мы взяли телевидение с собой, сняли об этом репортаж, поснимали, полетали вокруг на коптере, поговорили с Маратом, и тогда, по-моему, даже, насколько помню, там были, естественно, представители Веденского района администрации. Они, насколько я знаю, даже в течение какого-то времени выделили ему технику небольшую, и там начались эти работы, уже серьезные работы, потому что я как сейчас помню этот день, даже у меня есть эти съемки на коптере. Это был тот период, когда на тот момент, скажем так, не было распахано ни одного сантиметра земли. То есть это как самый исток. Только он появился. Огромная территория, если не ошибаюсь. Это огромная шахта теперь уже, да. Шахта. Это в итоге шахта, да. Говорят, что там есть какие-то остатки этих брусьев, что ли, там какие-то гвозди находятся. Там много, на самом деле, много интересного, и понятно, что кто-то в это верит, кто-то не верит. Мы туда приезжали, как раз таки, кстати, удивительно, что совпало, помимо того, что мы туда были с представителем духовенства,
место. Мы туда еще привозили археологов, которые очень бурную дискуссию завели там с Маратом. Они спорили, доказывали друг другу, что этого не может быть, что дерево не превращается в камень и так далее, и так далее. Много было, на самом деле, дискуссий. Но, откровенно говоря, в любом случае такое проявление интереса к местности, тем более к такому объекту мирового значения, скажем так, о котором знают все. Ну, претендентов-то много, верно? На ковчег. Ну, скажем так, сейчас первенство делят между собой Турция и Армения, вот, потому что традиционно считалось, что ковчег у нас находится на горе Арарат, насколько я помню, да? И Да, так далее. да. Вот, и на территории Турции современной. Но для нас, с точки зрения привлечения туристов, я могу сказать, что действительно даже в Веденском районе стоит несколько табличек с указанием, куда направляться, чтобы дойти до Нового ковчега. И для нас, с точки зрения привлечения туристов, это очень хороший знак. ДРС Хелмус. Почему бы нет? Пусть Я приезжают, смотрят. Я вас хочу поблагодарить за время, что нашли присутствовать в нашей студии, и пожелать вам успехов, удачи в вашей деятельности. Я напоминаю нашим зрителям, это был министр по туризму Чеченской Республики Муслим Байтазиев. Актуальное интервью с Хамзатом Хацеевым.